Прийде в свою святыню Пан, якого ви шукаєте. Читання книги пророка Малахии. Так каже Пан Бог. Ось я пошлю анёла моего, и он подрыхтует дорогу передо мною. И нечекально прийде у свою святыню Пан, якого ви шукаєте. И анёл заповету, якого ви чекаєте. Ось ён іде. И хто витриває у день Явонова прийстя, и хто устоїть, коли ён з'явиться. Бо ён, як огонь плавильщика, як лук, что очищає. И сяде, як плавильщик, як той, хто очищає серебро и очистить сынов Левия, и переплавить их, як золото и серебро. И они будут приносить Пану ахвяру справедливости. Тады сподобається Пану ахвяра Юды и Иерусалима, як у дни давние, и як у минулые годы. Это Слово Божие. Он повинен был во всем преподобиться доброту. Читание послания до Габрея. Покольки дети мають удел в теле и крови, тому их подобным чином принял удел так само Иисус. А про смерть не зручить того, кто має владу над смертью. Это значит дьявола. Как избавить тых, кто все життя был зневолений страхом перед смертью. Бо сапраўды, ён допомагає не анёлам, а потомству Авраама. Тому ён повинен был во всем преподобиться доброту, как стать милосердным и верным першосвятаром у справах Божьих для милостивления за грехи народа. Бо як ён терпел, проходячи праз выпробование, так может допомогти тым, кого выпробовывают. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Luki. Chwała Tobie, Panie. Коли минули дни их очищения поводле закону Моисея, батьки Иисуса принесли его у Иерусалим, как представить перед Паном, как написано у законе Пана, что кожное першородное дитя мужского полу повинно быть присвячено Пану, как принести в ахвяру, как сказано у законе Пана, пару туркавок або 2 голубки. Жил у Иерусалим человек, имя якого Симеон. Był гэта чалавек праведны і пабожны, які чакаў суцешэння Ізраіля,
и Дух Святы спадшил на им. Открыл ему Дух Святы, что он не убачит смерть, покуль не убачит Мессию Пана. И пришел, натхненный Духом Святым, у святыню, и коли батьки принесли дитя Иисуса, как учинить зим поводле звычаю закона, и он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Теперь отпускаешь слугу твоего Володару, поводле слова твоего усупокои, бо в очи моє убачили збавлення твое, яко я подрихтовал ты перед обличием усіх народов, світло для освятлення язичників і хвалу народу твоего Израиля». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. И сегодня хочу распочать, можно сказать, с того, на чем мы закончили тыдзень тому назад. Так литургия слова уложилась в этом роде неприемно. Первое читание с книги пророка Малахия. Пам'ятаєте, народ Израиля от года 587 есть у неволі у Вавилонской. В этой неволе пробывает 50 годов. Когда вертается до себя, мы тыдзень тому назад читали, что пророк Исаия открыет книгу и начнет читать, что Дух Пана, не пророк Исаия, пророк открыет книгу и будешь читать, пророк Неемия. Дух Пана за мною, бо намастил меня и так далее, что и написано было, что народ слухал пророка от самой раницы до вечера, пробачьте ласка, до обеда. И когда уже народ отслухал, плакал при этом слухании Божьего слова, постановили побудовать алтарь на месте, где будовалась святыня, и на этот алтарь постановили складать ахвяры. Але пришел пророк Малахий и говорит: нет, ахвяра для Пана – это добрая речь, але ваша ахвяра для Пана не будет приемной. Чему? Бо вы брудные. Вы как поступаете? Вы блудитесь, уничтожаете тех, кто послабее, повышаетесь над другими, и так далее, и так далее. Можно было бы выменять. И тут, как будем читать, говорить Малахий в сегодняшнем читании, что маем сделать, что они маем сделать, как очистились, так как у огня переплавляется золото, когда оно было чистейшее. Как мы очистились, как в огне переплавляется так само серебро, как такие самые были сыны Левия. Кто сыны Левия? Это поколение, якому предназначено складать ахвяры. Есть одно племя, 12 поколений пробачте, и одно поколение Левия, только оно має выключность складания ахвяров. А это поколение племени Левия, має нечистое сердце, нечистые намеры. И когда мы отчиним 5-й верш сегодняшнего читания, мы сегодня короткий, только 4 верши уже прочитаем, а 5-й верш сегодняшнего читания, то мы почуем докладно, что скажет пророк Малахий, что вы повинны очистить свое сердце. Когда так учините, мы сегодня будут Пану приемные ахвяры. Будут приемные ахвяры. Сегодня мы вспоминаем свято ахвярования Пана. Кто-то тебе сказал, но иначе называется, может, презентация через латину. Представление Пана. Кому представлялось Пана Иисуса? Пану Богу. Чи Пан Бог потребовал, как его представить его на сына? Другую особу божскую казнь не разрешила и творилась. Но нет, браты и сестры, не потребовал. Кому это ахвярование было потребное? Як кому? Марии и Юзефу. А что потребно, как сложить это ахвярование? Иисус. Как не было Иисуса, они бы не складывали ахвярование, ахвяровали бы его. А это так само, як можна почути часами батьки отдали когось юнака або дівчину у монастир. И все, мы отдали, мы ахвяровали, мы выховывали, растили и ахвяровали. Нет, неправильно. Чи я могу ахвяровать, пусть Марию, конечно, на гитаре играет,
Не могу я її ахвяровать. Чоловік може сам себе тільки ахвяровать, я можу сам себе ахвяровать. Але каб гэтая ахвяра адбылася, я повинен иметь для кого ахвяровать. Czyli для Пана. Я повинен иметь Єсуса Христа, так як Марія і Юзеф мають Єсуса Христа. І вони йдуть і ахвярують своє життя, що будуть виховувати це дитя. Так як мужик ахвярує своє життя для жонки, жонка для мужика. Так як батьки ахвярують своє життя для дітей. Могли б собі спокійно жити, розвиватися у кар'єрі якоїсь, у поглядах расти, у мудрості, але не посвячають своє життя, що будуть опікуватися дітьми. Ризикнують шмат речей. Це є ахвяра так само. Тут так само таку саму ахвяру складає Марія і Юзеф. Czyli, як ми зрозуміли, на чим є сенс сьогоднішньої урочистості свята. В який спосіб ми можемо всі прийшли сюди ахвярувати Папа. Ну, ахвяруйте, як моя отець молиться. Батьки нам не можуть своїх дітей ахвярувати. Вот если дорастут, так будете робити, що хочете. Можемо ахвярувати тільки самих себе. Так як у сьогоднішній урочистості. Але каб гэта адбылося, каб наша ахвяра була приємна Пану Богу, каб ми зрозуміли, як маємо поступати, ми повинні поступити, як сьогоднішній Євангелій. Симеон, коли ласка, чоловік у подишлому віку, Біблія говорить, 75 років має. 75 років чекав, 75 років чекав, як виконати своє покликання. Не год. Будем читать еще про пророкиню Ганну, дочку Фанаэса. Святое Писание говорит, она має 84 года. І вона у 84 года виконує своє покликання. І вона для гэтага народилася. Так як і Симеон, для гэтага народився. І своє покликання відкрили у возрасте. Хтось тепер сказав, ну, хилиться життю для скончання земної. Це правда. Тебе сказал смутно, причем я говорить, не, радостно. У чым эта радость проявляется? А у тым, что мы так само пока еще живем. Симеон, пытая, мы сегодня прочитали, у Духа Святого, пытая. И он не стоит на месте, он не ведает, что ему робить. Но он шукає все життя. И Дух Святый, мы сегодня прочитали, подорвал его. Но Симеон пытал, молився, як не поступать. Якое моє покликання, який мой сенс? І Дух Святий його покликав, сказав, іди в святиню, ось сьогодні виконай своє покликання. Чекав 74 роки. Самі скажи молодому чоловіку, я вже відаю, і вже перестає шукати. Ні один з нас вже десь затримався, допустив, розвой, сказав, що я вже пік розвою зробив. Ні, брати і сестри, сьогоднішнє Євангелія і Писання Святое говорить нам конкретно, що ми неустанно повинні підіймати працю над собою. У шуканні свого сапраўднага покликання. Подтверждение – это така історія, яка відбулася у 20 столітті. Одна молодая дзяўчына, калі нарадзілася, мела прыгожы талант маляваць і малявала натуральнымі фарбамі. Яшчэ як дзяўчынка. Потом, когда уже закончила школу, закинула это малявание, пошла на учебу, вучилася. Когда отвучилась, пошла на працу, працевала, уже мела 75 годов, потом уже женщина. Маёнтку не доробилась и не была не богатой, прожить могла. Але пришел день народжения кого-то, одного из знакомых. И не видела, что ему купить, бо не было грошей сбылся, как что-нибудь подаровать. Подумала, а я колись малявала. Намалюю для його образ. І намалювала эта малярка образ для його. Так, чтобы этот образ небавом выставили и вытянули на $1,5 миллиона. Женщина, которая у 75 годов намалювала свой первый образ, прожила 101 год. Еще столько служила, ахвяровала свое життя. Для нас, браты и сестры, как мы не поддавались, не важно, сколько годов маем. Чи маем 3 годика, чи маем 85. Хтось сказав би, що я вже все в житті зробив. Ні. Ти ще всього не шукав, що ти можеш зробити. Ще можеш у різний спосіб других служити другому чоловіку.
Открывать свое покликание. Не поддавайтесь, браты и сестры, так легко спокусить ужасного свету, как жить у легким житии. Приклад такого на заснованні благословенний Бронислав Макевич, якого ми святкували. І от годі ще будемо святкувати, бо переживаємо 20-годдя від беатифікації його. 3 рази, 3 кризиси в житті мав. Перший, коли був у гімназію, коли профессоры сказали, что нема Пана Бога. Он поверил в это, а не молился. Не откидал молитву. Не ходил в костел, не ходил до исповеди, а не молился. И дякуючи этой молитве, вернулся. Я говорил, коли стих эту историю заправно, как это было. Вернулся до Пана Бога. Другий кризис. 11 годов уже святором служить в Шамишлю. И чуя у сердца, что то, что он робит, не до конца для его. Іде до біскупа за дозволом, постановляє поїхати у самий суровий орден, який був, Театинов. Суровость, тотальное закрытие, там некоторых речей есть нельзя, кто знает, там Канабелянов, в Кракове есть, так само ксензы карболиты, так званые, комедулы, пробачте, ласка, им там мясо не идут про всю житю, встают уже у 3 часа ночи, как молиться, первая молитва. Ну, правда, им спать все, ну, а все равно. Ни один бы из нас. Едя, добрая справа, приїжджає в Італію, зустрікає випадково сьогодні святого вже Яна Боскова. У нескольких годинах познає його харизмат і відкриває у своєму серці ні, однако не Театини, Салезіяни, от до чого Бог покликав. Уступає в орден Салезіянов. Думаєте, легко було? Написали письмо, чекають несколько місяців. Ординаріуш місяця нічого не відкликає. Пише сам Бронислав письмо, присылая отказ, а ось першого не було, не дошло. Загубилось по дорозі. Дає дозвол. І третій кризис життя. Це коли вже Маркевич заложив супольність, вже є шмат вихованців, вже його видаляють з ордена Салезіянов, тому що він не достосував реальності, те, что им говорили. Италию не удалось переложить на польскую землю, на Галицию, где вельми моцно панував алкоголизм, а Маркевич з тим боровся. Не достосувався, викидають його з ордена. Послух Мяни. Біскуп говорить, закрыть товариство стиглости братца, повсемливости братца. Закрывая, слухается, помирая, али при смерти говорит, не бойтесь. Я в небе там, у Бога, вам зароблю, что ваш орден будет легальным. И 9 годов позднее, то, что мы святковали в 21 году, 100 годе, наш орден был затвержден. Старший человек. Не ведаете, когда поехал на лица учиться в Италии, уже был досить старший человек, досить таким потенциальным. А там обовязково было, как клерики занимались спортом, обовязково. То написано в записках этих архивных, что мне дозволили, как я не верил, назвал себе, я уже належу до тяжелой альтернативы. Так, братья и сестры, такий способ человек шукает все время. Как так у костеля хтось не шукав, наприклад, у супольності ксенцов, як повстають нові ордена. Хтось в одному ордені думає, ні, ну тут треба щось обновити. Часть ордена згажається, час ні. Часть не згажається, стається у старих регулах, час будує щось нове. І є новий реглам ордена. Якісь нові напрямок, нові харизмати повстають, нові керунки праці. Це все тому, що чоловік шукає, як якийсь спосіб щось знайти. И в сегодняшней Евангелии это все лечится ахверованием. Ахверованием. Вы ахверуете свое життя, я ахверую своє життя. Але щоб ахверувати своє життя, треба иметь Христа. Бо коли його не буде, то для чого будемо ахверувати? Просим, щоб ми в нашому житті не згубили Христа, але вміли ахверувати самих себе на життя вічне. Аминь. Веровать в Бога, а и Царство. Строитель неба и земли, всего башенного и небашенного, и владельного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога,
святого зерна, Бога заправленного от Бога соправленного, наруженного, а не скорбного, одиносутного Отцу, для Бога все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и выселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный до самого нас, при Понтии Пилате, был замученный и покопанный, и на третий день воскрес, погоде Писания, и взошел на небо, всякий проворушается, и снова придя в хвале, судить живых и померов, и его благодарству не будет конца. Верю в Духа Святого, Пана и Животворцу, який зайца и сына походить, якому разом зайцом и сыном належит поклонение и хвала, який промовлял про пророку. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один и прост, для отпущения грехов, и шагаю воскрешение померных, и життя вічного в будущем свете. Аминь. Раз заступництва Najświętejszych Panu Luterannej Matki Bożego Syna i naszej zastupnicy prosimy Jezusa Chrysta za увесь Костел. Молимся за святый костел, как он вел всех до Бога, соправдной и единой меты. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу архидиоцезию и ее пасторов, как Бог умацевал всех верников в едности и веры. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за покликаних до монашеского життя, как яны неспинно розважали над Божою любов'ю і отуляли своєю молитвою усіх людей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христианские семьи, как Божьи заповеди и взаимной любовью были для их границей счастья, едности и моцы. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу евхаристичную супольность, как мы, идущие за светлом Христового учения, умели жить в едности и спокое. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, выслухай наши просьбы и учини, как раз покорную молитву всего Костела действовалась справа избавления всех народов. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 207. Дарую, Пане мой, все мое життя, и теперь я твой, назавжди, это мое сердце обряди, ты любовь моя, одиная. Дарую, Пане мой, все мое життя, и теперь я твой, назавжди, это мое сердце обряди, ты любовь моя, одиная. Молитесь, как мою и вашу я вяну принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Предвічний Ojcze, niechaj Tobie będzie dospodoby, niechaj Tobie будуть dospodoby дары Костела, які по волі Твоей ахвярує Tobie, jak беззаганне ягнё за життя Твоего одинородного Сына, який живе и владарит на веки вечные. Аминь. Бог с вами. И с Духом Твоим. У кого
Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збававельна, каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку. Пане святы Ojcze, усемагутны вечны Божа, бо ў гэты дзень твой спрадвечны Сын быў ахвяраваны ў святыні, а Дух Святы устнамі Сиона обвястил, что ён слава твоего народа и святло на святлении поганов. Так само и мы с радостью сустракаем нашего Збавцу и разом с анёлами и святыми прославляем Тебе, ускликаючи. Святый, 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 а Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях. Благословленный Той, кто идет в имя Пана. Благословленный Той, кто идет в имя Пана. Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары росою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Wspominaючи śmierć z mертвых powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Święty собрал в одно, памятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаливал в любови разом с Папом нашим Францишком, biskupom naszym Józefom i усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія поснули в надеи на воскрешение, и про усіх, хто в ласці Твоей одышел з этого свету, и дозволим убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадліву подавалися Тебе, каб з імі мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа.
Раз Христос, Христом i u Chryście, Tobie morza ojczał się mahutny, u jedności Ducha Świętego, usiałaszana i chwała, razu Ciebie i wieczny ja. Молим się Tajca Niebiesnego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого złoga, daj łaskawa spokoju dni наши, да помажи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и заховали всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бог Твое благодарство и моc и хвала на веки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a darycie go supokojem i jednością, jaki żywiesz i władarisz na wieki wieczne ja. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki odpускаешь свету грехи, смилуйся над нами, помилуйся. Baranku Boży, jaki odpускаешь свету грехи, смилуйся над нами, помилуйся. Baranku Boży, jaki odpускаешь свету грехи, дай нам супокой, о, дай нам супокой. Woś baranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony i poklикany na wieczeru Jagoluju. Аминь. Я не правда, как Ты большой для меня, а и скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 147. Или вот меня призвал Ты, мне не пройти, и без Тебя. Но вера крепнет океана, там явишь мне Господь Тебя. Я
Молимся. Добрый Боже, праздный, святейший сакрамент, и мы приняли в Отцу и нас у Твоей ласты. Ты исполнил сподевание Симеона и дал ему перед смертью убачить Христа. Ученикам мы имкнулись зустріться со славцами, досягнули життя вічного. Раз Христа Пана нашого. Объявы. Завтра в понедельник вспоминаем святого Блажея, бискупа и мученика, опекуна хворых на горло, с благословением после мши, свечками. 5 лютого у середу вспомин святой Агаты, панны и мученицы, благословления хлеба и воды. 6 лютого у четверг вспоминаем святых Павла Мики, поплечников, мучеников. В нашей парафии тривають колядные ответины. Записаться можно у закрыстии. Колядные ответины тривають аж до Великого посту. Сегодня после святой мши о 12 године отбылся фестиваль, присвяченный успомину благословенного Бранислава Маркевича. Дякую великим усім, хто причинився до приготування, а так само удельникам. Было вельми пригоже и было на высоком уровне в этом году. Скажу вам, жалейте, что вы не пришли, а я этого не записал, как вы потом отглядели. Первый вторник месяца на этом тыдне преподая, молимся про заступничество святого Архангела Михаила с новоженством после мши и с благословением на способ людский. Первый четверг месяца день молитвы о покликаниях до службы Божией, а так само в интенции службы литургичной алтара. Первая пятница месяца день молитвы до Найсвятейшего сердца Иисуса. Кожний день у нашій каплиці триває адорація Пана Ісуса у Найсвятейшем сакраменті від 14 до 19. Кожний день можна скористати так само з сакраменту покаяння за полгодини до розпочаття святої мши. Сповідь триває більш-менш до 8 до святої мши. Дякую за ахвірування на будову, за супольну індивідуальну молитву, за спів і оправу літургічну, за прибирання каплиці тим, хто дежурив. Помолимся за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за особи, які присвятили своє життя службі Богу, особливим чином айцов, михалітов і сестер, домініканок, працюючих в нашій парафії, за добродіїв хвіродавців нашої парафії, так само обнови добродіїв відомства санктуарі Божої милосердності, і за нас, доручаючих кожного поособку, опеці Матері Божої Буженцової Твоєї оборони отдаємося. У наших потребах, не оборчай молением нашим, без всякой злобы, выбавляй нас во всем. Пана хваленная и благословенная, упование наше, опекунка наша, содержательница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас споетай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добро, что вы есть, что приходите. Примите Божие благословение и какую свечку, какую там кого тримали, засвеченную, занесите наполненную этим светлом до ваших домов. Свечка не только дає запаленное светло, але так само и надає и горечь. Как эта теплыня, якую вы сегодня вынесете за костер, как она так само разлилась у ваших помешканиях, у ваших семьях и у ваших местах працы, как каждый, кто на нас поглядит, скажет, мы ахвяровали свое життя для Пана, для якого хочемо жити, померти, кроме этого учению. Аминь. Примите Божье благословение. Пан з вами. Нехай нас благословляє Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокой Христа. Дякую Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, Віраши нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа, покорно просим, нехай його знищить Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, стінь пекла шатана і інших злих духов, які нас будуть стоють по світі. Аминь. видите, сколько эта свечка годов мая?
20. Я ще з їх хожу, так що не обов'язково кожен год купляти нову свічку і свячать, коли ви її не использовали, а потім будемо пишці. Можна і за год, можна і за 10. Я з них хожу вже 20 годів, у мене ще трошки згорело тут, так що, як ви ведали, заспіваємо, закінчаємо. Номер 209. Нехай буде похвалений. Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похваленный найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похваленный найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса